Два бедняка сидят. Один слепой, другой парализован ногами, ходить не может. День прошел, два прошел. Кушать нечего, уже голоду помирает. Решили между собой договориться. Один слепой не может охотиться. А без ног тоже не может, хоть видеть, но не может ничего делать. Они решили между собой договориться. Давай я тебе буду слепой носить хромого, а хромой буду указывать дорогу. Шли и нашли такую сломанной ногой одну газель или там антилопу и решили скушать. Сели они кушать, и когда уже сварилось мясо, а тот, кто уже хромой, уже видит, что мясо варится, подошла одна змея к этому слепому. Этот, который ноги сломал, он ее убил, по голове ударил, убил эту змею. Но когда мясо сварилось, этот хромой уже шайтан его осла сделал и зажадничал. Это маленький такой антилопа был, решил сам ее съесть, а этому змею дать. Он слепой не видит. Сводил змею и ему мясо змеи дал. И дал этому змею, он съел змею слепой, а змея же яд, он думал, наверное, от него избавиться тоже. Он съел змею с ядом, и то, что руки намазались на руках, намазал на глаза, на лицо, и стал зрячим. Это яд же, она тоже, лекарством тоже иногда может быть. Он начал видеть. Он посмотрел вокруг на голову змеи, кожа змеи, что он ее обманул. Взял палку, он уже глаза уже видит, он уже ходит, он уже сил есть, и начал бить этого, который хромой. Он так начал бить, что этот хромой от испуга встал и скачал, начал бежать. И мудрость этой истории такова, что не отчаивайтесь. Даже слепой, то, что это ядом было, может быть в лекарством превратиться. И то, что он ее бил, который могло быть обидеться, это превратилось в лекарство. Это книга доктора Айд Аль-Карни. Помните, была история «Не печалься», а эта книга называется «Не отчаивайся». Это маленькая история, реклама для этой книги, чтобы вы ее читали.